Сбои в системах безопасности, якутяне на Кикстартере, слив новых кадров с грядущего игрового шутера. В эфире программа о технологиях, инновациях и том, что изменит нашу жизнь в обозримом будущем. Это новости IT. Поехали! Неделя для интернет-сообщества выдалась поистине зловещей. Тут вредоносные программы, здесь слив данных, там прослушка, но обо всем по порядку. Специалисты по IT-безопасности из Checkpoint Reserve сообщили о вредоносной программе, которая на мобильных устройствах незаметно подменяет легитимные приложения подставными. В обнаруженных случаях дело ограничивалось показом большого количества рекламы, которая приносила злоумышленникам доход. Но исследователи утверждают, что с помощью зараженного смартфона можно также красть и данные пользователя. Имя вредоносной программе дали «Вирус». Агент Смит из всем известной трилогии «Матрица» за удивительную скорость распространения. Она успела отметиться на 25 миллионах устройств. Пользователи загружали ее из неофициального магазина приложений Nine Apps. Агент Смит предназначался тем, кто владеет арабским, индонезийским и русским языком. Сразу видно, в каких странах чаще всего пользуются нелегальным ПО. Специалисты опубликовали рекомендации, как проверить, что в ваш смартфон забрался паразит. Инструкция, как и что делать сейчас у вас на экранах. Проходите, проверяйте, а после не забудьте обновить пароли на сервисах, которые имеют доступ к вашей банковской карте. А Google признали, что прослушивают голосовые команды с мобильных устройств. Третьего дня специалисты компании Добрат таки раскрыли то, как проходит настройка их нейросетей. И оказалось, что не такие уж они и самообучающиеся. В компании существует целый штат специалистов, который занимается тем, что отслушивает ваши голосовые запросы, после чего занимается настройкой соответствующих ответов. К работе привлечены лучшие языковые эксперты, а нужны они для того, чтобы сервисы наподобие Google Assistant лучше различали нюансы и акценты конкретного языка. Ну, со слов самой компании, конечно же. Но вот незадача. Один из таких специалистов допустил ошибку, в результате чего произошла утечка конфиденциальных звуковых данных, благо на голландском языке. Компания тут же принялась проводить собственное расследование и пообещала принять все соответствующие меры. А чтобы совсем успокоить негодующих, добавили, что доля аудиозаписей, предназначенных для анализа, не превышает 0,2% от всего массива команд. Но пользователи тут же начали строчить гневные комментарии, а авторы российского закона об автономном интернете как бы намекнули. Ну что, теперь глобальная сеть не кажется такой уж безопасной, Но вывод для себя каждый сделает сам, но прежде чем уповать на отечественный сегмент, для начала попробуйте вбить в поисковую строку Ютуба, что спрашивают люди у Алисы. Это как раз таки российский голосовой помощник Яндекс. Но предупреждение: смотреть и слушать строго по исполнению 18 лет. Интересно не то, что и кто в них говорит, а скорее, каким образом они туда попали. Да еще и не все подряд, а в виде определенной подборки. Так что надеяться на безопасность сети, даже отечественной, не приходится. А еще одним подарком российского интернет-сегмента оказался слив паролей отечественного интернет-магазина Озон. В открытом доступе теперь находятся логины и пароли, входящие в хакерскую базу данных и состоящую из почти 500 000 пользователей. Но и это не самое интересное. Как утверждают аналитики, болтаются они на просторах сети уже около полугода, о чем сервис благополучно умолчал. Так что если пользуетесь или пользовались Озоном, я бы на вашем месте поспешил сменить пароль. Разобрались со сливами, ну а теперь галопом по Европам о других новостях этой недели. США в техносегменте нажили себе нового врага. Франция, несмотря на угрозы со стороны штатов, таки ввела 3% пошлины на продукцию Google, Amazon и Facebook. Американский президент Дональд Трамп поручил разработать ответные меры.
В России, между тем, может появиться доступный спутниковый интернет. Британский оператор OneWeb в обозримом будущем планирует покрыть своей сетью весь земной шар, включая и матушку Россию. Обсудить живучесть технологий в наших широтах планировали еще осенью прошлого года, но тогда Федеральная служба безопасности забила тревогу. Мол, технология носит исключительно разведывательный характер, а как вишенкой на торте создаст конкуренцию отечественным операторам. Но все-таки возможность прихода OneWeb в Россию рассмотрят уже в конце этого месяца. А еще один способ передачи данных в стране планируют обеспечить введением сетей 5G. О них в последние полгода говорят все и вся, но немногие знают, что перед тем же 4G и LTE, к слову, это одно и то же, преимущество в скорости заявлено по меньшей мере в 30 раз. И вот разработка соответствующего оборудования уже ведется, и к концу года обещали открыть 4 тестовые площадки на территории Москвы. А пилотным регионом может стать Якутия. Министр инноваций республики сообщил, что так как Якутск вошел в число умных городов, то сейчас власти занимаются тем, чтобы столица вошла и в число пилотных по внедрению сетей 5-го поколения. А сегодня мы вернулись туда, откуда и начиналась наша передача, а именно в IT-парк. И сегодня мы вас познакомим с человеком, который собственными руками разработал с помощью 3D-моделирования свою настольную игру. Знакомьтесь, Дуалан Андреев. Дуалан, привет. Расскажи, пожалуйста, что за игра, что она из себя представляет и по каким правилам в нее нужно играть? Ну, сперва начнем то, что не я один, у меня целая команда. Плюс, кроме нашей команды, есть целое сообщество в Якутске. Это сообщество резидентов технопарка, IT-парка. И у нас это огромное комьюнити, где мы можем выдавать такие инновационные, креативные проекты. Вот. Мы изучали Kickstarter со своей командой, и мы пришли к выводу о том, что сейчас на Kickstarter наибольшую популярность и вообще в последнее время берут настольные игры. А настольные игры, скажем, в Якутии и в России особо даже не сильно популярны, но именно на американском рынке, на европейском рынке они берут большую популярность. И нужно успеть уже туда войти. Вот. И мы до настольных игр мы решили по вселенной Вархаммера сделать 5 фигурок и выставить их на Kickstarter как проект «Спутник». Как такой пробный проект. Во-первых, понять, что такое Kickstarter, а как с ним вообще работать, как работать по логистике, как работать с блогерами, как вести маркетинговую глобальную программу, чтобы это все тонкости понять, мы сделали такой маленький пробный проект. Но в дальнейшем, естественно, мы хотим уже взять лицензии от крупных киностудий, всяких делать настольные игры по сериалам, по уже известным компьютерным уже играм, жанрам. Твой проект, если не первый, то, по крайней мере, точно один из первых в Якутии, кто вышел на площадку Kickstarter. Как этого удалось добиться? Честно говоря, это понять его концепцию, это понять, что за рынок, кто его покупатель. Самое главное, это уже иметь прототип готового продукта. Kickstarter — это как в венчурном инвестиционном мире, это такой джокер, с которым поменял все карты, все правила игры, позволяет уже выйти напрямую на рынок без всяких посредников. То есть пользователи сами платят за те проекты, которые им понравились, и на них уже можно стартовать. Да, абсолютно верно. И плюс очень много пользователей просто кидают деньги, хотят поддержать проект. То есть они выступают как спонсорами проекта, либо как инвесторами. Настольные игры, они где-то от 800 тысяч долларов до 12 миллионов долларов поднимают за один месяц. Люди, которые засылают деньги, им потом бонусом возвращаются какие-нибудь фишки после выхода игры? Фактически Kickstarter превратился как маркет по предварительной покупке. Если мы соберем определенную сумму, естественно, мы обязуемся выполнить все свои обещания и отправить нашим донатерам, скажем, бейкерам нашу продукцию. Если у нас с первым проектом все будет отлично, то надеемся, что мы уже выстрелим на глобальный рынок уже по существующим вселенным и получим очень хорошие лицензии. И в завершении вести с полей игровой индустрии. Третьего дня в сети опубликовали получасовую запись игры Control, которую продемонстрировали в прошлом месяце на E3.
Главная героиня Джесси Фейденс ведет собственное расследование. Ей предстоит разобраться в запутанной паранормальной истории и понять, кто из коллег друг, а кто предатель. Классический шутер от третьего лица с разного рода украшательствами, как, например, левитация, изменение времени и умение швырять силами мысли все, что не прибито к полу. Выглядит неплохо, местами даже занимательно. А насколько ожидания будут соответствовать действительности, увидим уже совсем скоро. Игра выходит 27 августа на всех платформах. Благо, в этот раз ПК Бояр не обделили. Ну а на сегодня все. Повтор программы вы найдете на YouTube-канале Якутия24, а также в сети Instagram jak24.ru. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго.